Сегодня у нас необычное видео, новый формат — это Threads казахша, то есть переводим популярные посты из Threads. Я увидела это в Threads, то есть то, что очень... Это вообще считается, кто шарит. Вы знаете, что эта соцсеть, платформа вообще считается, можно сказать, нашей, казахской, так что каким-то образом в основном все интересные посты, которые залетают, это посты на казахском или на шало-казахском. Все равно что-то, что непонятно, если ты не понимаешь контекст. Собрала парочку первых 4 поста, которые более-менее есть слова, которые, возможно, нам пригодятся в обычной жизни. Можно сказать, работаем с носителями. Окей, let's go. Это вообще локальный мем. Я не знаю, это и смешно, и, как говорится, и смех, и грех. Первый трец. Плюс пер цумбиятра. То есть это, можно сказать, то, как слышим, и то, как говорим. Правильная версия вот полная, то есть не укороченная. Цумби жатырмын. Переводится, то есть как пытаюсь, но не могу понять. То есть я в попытках понять это, но не понимаю. Цумби жатырмын. Но тут его настолько укоротили, что это показывает, я не знаю, насколько люди просто перестали видеть разницу между тем, как слово пишется, как слово говорится и как слово слышится. Цумбиатр. Цумбиатр. То есть, когда мы говорим быстро, мы, носители, можно сказать, так и говорим. Цумбиатр. То есть, если нам что-то непонятно, мы не говорим цумбижатрман. Еще можем написать цумбижатрман. Вот так. Но не говорим. Говорим мы почти так. Мы говорим цумбиатром. Цумбижатром. Или цумбижатром. Цумбижатром. Не цумбижатрман, а цумбижатром. 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 Как-то так. То есть пытаюсь, но не могу понять. Жарты сағат ойланып, әрең таптық қой құрсын. Не сөз екенін. То есть полчаса думали и еле нашли, что это было за слово. А слово вот это. Менде жатырмын инвоксонида. Инвоксонида вообще перевод, насколько я поняла, это я прочитал в комментариях с помощью комментаторов, это инфекционные, да. Инфекционные, да. Жарты сағат это у нас полчаса. Ойланып. То есть подумав, думая, то есть жарты сағат ойланып, полчаса думая, әрең, еле, таптық қой, нашли. Нашли таки. То есть еле-еле, полчаса думая, мы все-таки нашли. И құрсын это что-то вроде «Боже мой», в контексте, или «кошмар», «ужас», я не знаю, как-то в этом роде. Прямого перевода, конечно, можно, но по контексту это вот жарты сағат ойланып, то есть полчаса думали, еле нашли, ужас, кошмар, боже мой. То есть наконец мы это сделали. Құрсын. Не сөз екенін. Что это было за слово? Наш следующий трец. Сабақтан келіп, шалбарды жартылай шешіп, 40 минут бір тесікке қадалып отыратын кездерді сағындым. Кстати, заранее говорю, это чисто экспериментальный формат. Я не знаю, залетит это вам или нет. Просто это действительно, во-первых, интересно, во-вторых, разбираем прям то, что, как говорится, в тренде слова. Прям с печи, с пылу в жару, как говорится. Вот. Я не стала закрывать ники, фотографии, потому что, как бы, это социальная сеть, люди делятся своим мнением, так что вряд ли они против. Сабақтан келіп, то есть придя с уроков, шалбар, это у нас брюки, жартылай шешу, то есть снимать наполовину, 40 минут бір тесікке, 40 минут в одну дыру, тесік дыра, қадалып отыратын кездерді. То есть қадалып отыру это сидеть как истукан. Қадалып қалу, то есть, я не знаю, вот просто сидеть и смотреть в одну точку, быть нигде, кездер, то есть эти времена, сағындым, скучаю. То есть я скучаю по временам, когда после уроков, придя и снимая брюки наполовину, сидел и смотрел в одну точку. Вот. Как-то так. Следующее. Каспийден заказ берген соң отзывқа 100 балл береді ғой. Сол кезде достар сол 100 бонусты сендерге Каспий беріп жатыр деп ойласыңдар ма? Солай ойласаңдар қателесесіңдер. Біз сияқты малы бизнестегі просто адамдар көтерілу үшін өзіміздің қалтамыздан шығарамыз оны. И еще 4 жұлдыз қойып қоятындарға ризамын ше.
270 теңгеге ресница алған магазиннен 100 теңге бонуспен қайтарып алып тұрды. Сонда бір ресница 170 теңгеге алып тұр. Еще недовольный. База жоқ екен сендерге. Ну, вот тут не прям чисто на казахском. Что-то вроде можно отсюда вынести интересного. И в целом, как факт, интересно. Так что переведем. То есть, когда после того, как заказываете на Каспи, тоже наш банк, но тем, кто дает за отзыв 100 баллов, это оказывается не Каспи сам, а именно владельцы малого бизнеса. И в это время, то есть солки здесь переводятся как, то есть вы думаете, что в это время, достар, друзья, что эти 100 бонусов вам дает Каспи. Мә солай ойлайсыңдар, қателесесіңдер, то есть им ужас, ну типа мәссаған. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Біз сияқты малы бизнестегі простой адамдар көтерілу үшін өзіміздің қалтамыздан шығарамыз. Такие люди, как мы, как владельцы малого бизнеса, простые люди, для того, чтобы подняться, көтерілу, подниматься, то есть подняться, көтерілу үшін, то есть чтобы подняться в рейтинге, шығарамыз оны, қалтамыздан шығарамыз. Қалта – это карман, то есть со своего кармана мы вытаскиваем эти 100 тенге в качестве бонусов, которые вы получаете за отзыв. И еще 4 жұлдыз қойып қоятындар арзан. То есть қойып қоятындар – это қойып қоятындар, это укороченная форма, она по сути грамматически не очень правильно, но в жизни бывает, мы так говорим, типа қойып қою, просто қойып қою. К сожалению, я не написала, то в следующий раз обязательно напишу. В общем, тем, кто ставит 4 звезды, вообще, типа, я ризамын. Ризамын – это, то есть, я благодарна, но это как больше сарказм. У меня тут разбор стресса как будто идет какой-то. В общем, то есть, я настолько благодарна и не понимаю, как можно купить ресницы за 270 тенге, получить обратно 100 тенге бонусом, и, получается, ресницы обошлись за 170 тенге, и еще люди недовольны. База жоқ екен сендерге. Это типа, ну, вообще нет слов никаких. No words, only emotions, как говорится. Шығарамыз, то есть вытаскиваем, қалтамыздан шығарамыз. Вот қалтамыздан шығарамыз. Со своих карманов вытаскиваем. То есть қайтару, возвращать. Бонуспен қайтарып тұр. Қайтарып алып тұр. То есть из 270 тенге 100 тенге бонусом еще возвратили. Қателесесіңдер, ошибаетесь. Ойласыңдар ма? Вы так думаете? Ойлайсыңдар ма? Ойлайсыңдар ма? Next. Тут и английский, и русский, и казахский. В общем, сентябрь-декабрь. Офис алып, ремонт жасап, компаниямда жаңа стильді офисқа көшірдім. Гарвардта teaching fellow болып сабақ бердім, көп пейпер тексердім. Студенттермен офис аурс өткіздім. Американдық мектептерде балаларды тестілеу бойынша зерттеу жүргізіп, machine learning модель құрдым. Тилу компаниясында көп өзгерістер енгіздік. Қателестім, қорықтым, ашуландым, шаршадым, бірақ командамның қуанғанынан, зерттеу нәтижесінен бәрінен де үлкен мотивация. Вот эта часть мне понравилась. Вот эту можно было бы скипнуть, пару слов взяла. Окей. Өзгерістер, то есть изменения. Какие-либо изменения, любые. Енгізу – это внедрять. Тут в контексте она сказала, Тилу компаниясына көп өзгерістер енгіздім. То есть в компанию Тилу көп өзгерістер енгіздік. Внедрили много изменений. Зерттеу жүргізу. Зерттеу – это исследование, жүргізу, то есть проводить исследования. Қателестім, вот это, вот свои эмоции можете вот запомнить, прям так использовать, что вы, например, я ошибалась, я боялась, я злилась, я уставала. Мен қателестім, қорықтым, ашуландым, шаршадым. Бірақ командамның қуанғанынан, от радости команды, зерттеудің нәтижесінен, от результатов исследования, бәрінен де үлкен мотивация алдым. От этого всего я получила большую мотивацию. Вот үлкен мотивация алдым, получила большую мотивацию. То есть получила больше результат. Нәтиже, результат, қуану, радоваться, бірақ, Надеюсь, не слишком быстро, и вы успеваете. На этом все. Всего лишь 4 трейдса разобрала с вами, 4 поста. Если понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, что снять в следующий раз. Все материалы использованы в видео в телеграм-канале. Будет ссылка в описании под видео. Помните об этом. Спасибо за ваш просмотр. Изучайте казахский. Келесі көріскенше сау болыңыздар.